Строительство новой школы в Обьячево Прилузского района готово на 46%. По срокам объект должен быть сдан 15 декабря этого года, но подрядчик из Вологды обещает закончить работы даже раньше. Напомним, новое здание стоимостью 450 миллионов рублей рассчитано на 600 мест. И для Обьячевского образовательного учреждения, которое в апреле отметило 170-летний юбилей, это будет самым ценным и долгожданным подарком. Елена Кононова передает из Прилузья. Строительные работы идут сразу на нескольких участках объекта. Электрики прокладывают кабель, штукатурщики протягивают шланг, из которого будет подаваться раствор на второй этаж. Тем временем на третьем бурят отверстия для отопительной системы. Вологодский подрядчик старается сократить отставание от графика. Проблемы возникли еще на начальной стадии строительства. Из-за песчаного покрытия участка сваи было невозможно забить. Пришлось применить так называемое лидерное бурение. Специальная техника бурит скважины, потом погружается свая и добивается. Это примерно заняло вместе с пересогласованием проекта порядка 3 месяцев. Чтобы ускорить работу, решено увеличить и количество бригад. Сейчас на объекте трудятся 50 человек. Дополнительно планируют привлечь еще около 30 рабочих. А в самый пик работ еще больше. К слову, специалисты на объекте не только из Вологодской области, откуда сам подрядчик, но и из самой Коми и соседнего Кирова. На сегодня объект готов на 46%. Закончили кирпичную укладку, приступили к крыше, штукатурке и облицовке стен. Накануне привезли оборудование для заливки пола. Скоро на объект зайдут и вентиляционщики. С доставкой стройматериалов проблем нет. Правда, из-за санкций пришлось вносить коррективы. Материалы практически все у нас доставлены, проблем нет. Есть пересогласование сейчас по вентиляции из-за того, что некоторые недружественно нам, так скажем, страны не поставляют оборудование, поэтому сейчас меняем их на аналоги, прорабатываем. В основном это электрика, сантехника и вентиляция. За строительством пристально следят не только местные власти, но и сами жители. С недавних пор экскурсии вокруг объекта стали традицией. Еще бы окончание работ все ждут с нетерпением, особенно учителя. Они еще до начала строительства тщательно изучили Краснозатонскую новую школу, по проекту которой возводится здание в Обьячево. Каждый педагог-предметник изучил этот проект, предварительно знает, где находится его кабинет, будет ли лаборантская. Мы даже обсуждали цвет стен, в который будет выкрашена школа изнутри. Сегодня в Обьячевской средней школе учатся более 1200 детей. Уроки проходят в 4 зданиях. 2 из них деревянные, 1962 года постройки. Основной кирпичный корпус учреждения рассчитан только на 600 человек. Ввод нового здания позволит уйти из деревяшек, а главное – от второй смены. Елена Кононова, Роман Боровиков, телеканал Юрган.